Михаил Лебедев. Поэма-сказка «Кыртайка». В старину был в Коми-крае беспредельный лес дремучий. С ним топор еще не спорил, рос он вольный и могучий. Глубиной гордилась эжва, мелководной не бывало, много рыбы Коми людям, не скупясь, она давала. По реке носились лодки, грудью воду растекая, вниз и вверх пловцы летели, в песнях эжву прославляя. Хоть сроднились мы с печалью, но не вечно же нам хныкать, говорили так. Но скоро им пришлось горе мыкать. Появился в Коми-крае чародей звероподобный, бородатый, грозноокий, как медведь, лихой и злобный. Он пришел в весенний полдень с топором, ножом и пикой и принес на плечах лося из Пармы глухой и дикой. На угор он сел над эжвой, съел полулося, подкрепился, взял сосну, сломал руками, в своей силе убедился. Птички жалобно запели средь кустов под солнцем ясным. Чародей, поднявши руки, крикнул голосом ужасным: «Я колдун, силач железный, никого не устрашуся, я Кыртайка, на угоре здесь над эжвой поселюся!» Колдуна рыбак услышал, волоса зашевелились, даже волны быстрой эжвы к низу тише покатились. Поселился тут Кыртайка, начал рыть угор прибрежный, на огонь стал что-то сыпать, чем-то стукая прилежно. Долго бился, суетился, глядь, железо загремело, цепь сковал с предлинной жердью, из железа он умело. «Ну-ка, жердь!» — сказал он властно, «за реку переправляйся, цепь, быстрей ползи за жердью, от нее не отрывайся!» Крепко жердь вонзилась в берег, держит цепь не ослабляя, а железо бьются лодки сверху снизу налетая. Изумились коми-люди, на реке не стало ходу, нету доступа на берег, не нырнешь с челнами в воду. Каждый смотрит и дивится, ничего не понимая, как могла на эжве взяться цепь чудесная такая. Чародей на берег вышел, огляделся волчьим взором. «Вот каков я буду с виду, нраву знаете вы скоро. Всеми вами, коми-люди, буду я сурово править. Рассердясь, могу эжву сразу высохнуть заставить. Если вам нужна дорога, покуница мне несите. Живо, живо, шевелитесь, под угор сюда кладите!» Смолкнул голос чародея, ужаснулись коми-люди, собрались в одно место, свои лодки плотно сгрудив. Заревел опять Кыртайка: «Скоро ли я от вас дождуся? Непослушным худо будет, если гневом разражуся!» Покорились коми-люди, как овечки стали кротки. Дань злодею уплатили, покуница с каждой лодки. Взял колдун, оскаля зубы, приношение дорогое, и велел железной цепи, чтоб легла на дно речное. «Ну, теперь, — сказал Кыртайка, — вам дорогу открываю, за смирение, коми-люди, вас сегодня пропускаю!» Разомчались, полетели лодки легкие, как щуки, а на лодках слышен говор:
Ну, натерпимся мы муки. На угоре крутобоком, что над Эжвой возвышался, сколотил Картайка избу, далеко не отлучался. Каждый день гремит железом, ходит, бродит над рекою, встречных топит в быстрой Эжве беспощадною рукою. Много всем принес он горя, много ужаса и жути, но никто не смел с ним спорить, робки были коми-люди. Трудно было коми-людям жить под игом чародейским. Страшно встретиться им было с топором его злодейским. Как-то раз народ собрался, чтоб дела свои уладить. Старики вперед пролезли, молодежь стояла сзади. Как один все порешили: с колдуном нам где же биться? Лучше, братцы, поусердней Богу Войпелю молиться. Началось у них моленье, каждый стонет и рыдает. Войпель где-то притаился, на мольбу не отвечает. Чаще прежнего Картайка налетает грозным роком, топором всех рубит, губит, топит в омуте глубоком. Плачут люди. Коми землю отдал Войпель зверю злому. Только юные два парня рассуждали по-другому. Изюр, Эбес, вот как звали их в родительском селении, оба были с пылким сердцем и бесстрашны от рождения. От моленья отвернувшись, так они себе сказали: «Никогда не сможет Войпель нас избавить от печали, если сами не напустим на злодея смерть лихую, не захлопнет ему Войпель пасть широкую такую. С волком мира не бывает, это сказано не ложно, зло кровавое большое только силой кончить можно. Мы попробуем, два друга, побороться с чародеем. Если силушки не хватит, взять мы хитростью сумеем». Собрались в дорогу парни со своими топорами и направились к Эжве потаенными тропами. Вкруг злодеева жилища лес стоял, дремучий, темный. Тут они в чаще прибрежной уголок нашли укромный. 5 денечков в ожидание Изюр с Эбесом лежали. На 6-й день шум великий на угоре услыхали. Загулял опять Картайка, пьет опять хмельное пиво, свою голову дурманит, скачет, рявкает шумливо. Опорожнил полегоньку он ушатцами ведерный и плясал вокруг ушата, страшный, пьяный и проворный, а потом упал, задрыхал, понатешившись немало. Изюр Эбесу промолвил: «Вот и время нам настало!» Хоть и жутко было выйти им из лесу на поляну, оба кинулись к ушату, где храпел Картайка пьяный. Топоры взвелись, блеснули, и удары раздались. Парни яростно кричали: «Ну, теперь повеселися!» Привскочить хотел Картайка, но подрублены уж ноги, нет руки по самый локоть, льется кровь из ран глубоких. Заревел он: «Не поддамся! Вас, убийцы, проклинаю! Стрелам огненными стучи пасть на вас повелеваю!» Парни головы задрали, видят: туча накатилась, грозно молния сверкнула, солнце красное закрылось. Изюр молвил: «Это пламя мнимой молнии не жжется!» Эбес выкрикнул, добавил: «Встать тебе уж не придется!» Снова рубят топорами, в небе молнии не стало, туча черная исчезла, солнце ярко заблистало. Прохрипел, вздохнул Картайка:
Силы нету, умираю, веселитесь, торжествуйте, смерть от вас я обретаю. И спустил он дух последний, очи грозные сомкнулись. Если б не был он прикончен, все бы в горе потонули.